За период двух военных кампаний широко использовались противопехотные и противотанковые мины. Скажем прямо, что эти две трагические вехи в истории нашей Земли протекали, так скажем, не совсем обычно, а с использованием практически всех видов вооружений, имеющихся в арсенале армии Российской Федерации. Помимо этого, использование широкого спектра различных мин, как отечественного производства, так и других стран, окончательно поставило точку над заражением земли Чеченской Республики минной заразой. Также многочисленные неразорвавшиеся снаряды продолжили угрозу экономике и гражданскому населению. Известно, что порядка 15-20% снаряды при выпуске из орудий не взрываются и остаются, угрожая всему живому. Мы не обладаем всей информацией о жертвах мин среди военнослужащих, но мы владеем практически всей информацией о жертвах среди гражданского населения. По данным Международной системы минной деятельности, ситуация дел за период с 1994 года по сентябрь 2009 выглядит следующим образом. Число жертв, подорвавшихся на минах в 1994 году, составило 29 человек, в 1995 – 245, в 1996 – 193, в 1997 – 44 человека, в 1998 – 17. Уже с 1999 года число жертв стало возрастать в разы и составило 373 человека. Пик количества жертв от мин за весь период отметился в 2000 году и составил 719 человек. В этот год Чеченская Республика, по признанию независимого эксперта, привлеченного от ООН, заняла первое место среди стран, где существуют проблемы мин и не разорвавшихся снарядов. Обойдя такие страны, как Афганистан, Камбоджа, Югославия, Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР и Ангола. Общее же количество жертв, пострадавших в период с 1994 по 2009 год, составил 3114 человек, из которых женского населения 579 человек, мужского 2541 человек и 772 ребенка не старше 18 лет. Начиная с 2003 года число жертв от подрывов на минах в Чеченской Республике постоянно уменьшается, лишь благодаря просвещению населения в школах, мечетях и других местах. Решая проблему мин в республике, частично можно было решить проблему с трудоустройством населения, что немаловажно, решить проблему в экономической и социальной сфере, а также проблемы, связанные с экологией региона. Таким образом, минная угроза, иначе ее никак не назовешь, влияет на самые жизненно важные сферы мирной жизни республики и ее дальнейшего процветания в заданном темпе. Вопрос мешает дальнейшему полноценному развитию таких сфер, как сельское хозяйство, здравоохранение, демография, образование, экология и, конечно же, экономика. Все это время частично ликвидацией этой проблемы занимались МЧС России по Чеченской Республике и объединенная группировка российских войск Чеченской Республики. Однако их совместные даже усилия были несопоставимы мало с тем, что еще предстояло сделать. До решения этой проблемы было еще далеко. У одной не хватало средств, у другой отсутствовали полноценные юридические полномочия. И правительство, и президент республики очень огромное внимание уделяют подъему сельского хозяйства. Но по нашим данным на сегодняшний день очень большое количество полей сельскохозяйственного назначения непригодно для использования в связи с тем, что на них находится или могут находиться большое количество взрывоопасных предметов. Те объемы, которые мы подняли теми частями, которые находятся здесь в группировке, это капля в море. Может быть, цифры и маленькие, но, по крайней мере, это то, что может сделать МЧС России для республики. Дорогостоящая программа так называемого сплошного разминирования территорий стоит чрезвычайно дорого, и бюджету республики сегодня оказалось это не под силам. Так, например, разминирование 1 гектара земли по средней оценке специалистов составило порядка 700 тысяч рублей, в то время, когда необходимо разминировать еще 14-20 тысяч гектаров земельных угодий, а это уже астрономические цифры, миллиарды рублей. Первый вопрос разминирования. Когда будет? Что? Где вопросы задают, а мы своими силами не можем, это, так как у нас нет возможности, только это возможность Министерства обороны. И чуть-чуть там помогало, там в свое время МЧС помогало, там и Ханкала чуть-чуть помогала, там где-то своими силами мы вот эту территорию, вот сейчас мы сами разминировали, а вот до конца, вон туда, что видите, кустарник, раньше здесь была пашня, там, сейчас до конца кустарник, и все, мы теряем свои поля.
Но пройдя долгий путь улаживания и определением программ ликвидации минной угрозы, решая все юридические и экономические вопросы, правительство во главе с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым подготовили и вынесли к рассмотрению данную проблему на федеральный уровень, лично в руки президенту страны Дмитрию Медведеву. Мы свои предложения правительству полностью подали в правительство Российской Федерации. Сейчас Медведев сказал, что в течение 2 недель они будут разработать методику, и видно будет сейчас, какие дальнейшие результаты. Если есть поручение президента Российской Федерации, то я уверен, что все соответствующие структуры должны беспрекословно выполнять. Острый вопрос президента был целиком понят, и долгой реакции от него ждать не пришлось. Что касается вопросов, связанных с разминированием, который поднимал Рамзан Ахматович, здесь, в принципе, здесь тоже идет пинг-понг. Значит, здесь ситуация между Министерством финансов и Министерством обороны. Министерство обороны, в чьи функции, собственно говоря, входит, оно говорит о том, что у нас нет стандартов или, так сказать, нет точности с точки зрения, как оценить, сколько стоит там разминирование, это, которое необходимо делать. Минфин говорит, я ни копейки денег на это не выделю, пока, собственно говоря, вы не дадите точное понятие, сколько стоит это разминирование. Вот, но, тем не менее, действительно, это 13 тысяч гектар земли, 14 тысяч гектар земли, которые находятся в таком состоянии, с которым надо принимать какое-то реальное решение. Поэтому я тоже по этому поводу подготовлю. Да, и из этих 14 тысяч гектар, судя по той справке, что мне подготовили, разминировано 33. Ну, знаете, это, конечно, вообще позор, потому что мы занимаемся помощью на дружеских началах в разминировании иностранных территорий. Да, значит, выделяем на это деньги, говорим, вот мы там поможем. Значит, а у себя на территории разобраться не можем. Вот об этом мне отдельно напишите, я свое слово скажу. В отношении методики расчета затрат на разминирование, вы им скажите, кто это у нас, Минрегион готовит или Министерство обороны? Министерство обороны. Значит, ну хорошо, я скажу министру, чтобы они эту методику подготовили за 2 недели. Политическая воля Рамзана Кадырова сдвинула эту айсбергаичную проблему с мертвой точки, и уже в скорое время будут решены все организационные вопросы. И можно сказать уже прямо, это действительно по-настоящему победа нашего руководства, которая позволит встать на качественно новый уровень освоения сельского хозяйства, экономики, социального подъема и дальнейшего развития.